Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале Real Switzerland. Сейчас давайте сделаем небольшую прогулку по пригороду Цюриха и порассуждаем о том, что такое Родина для каждого из нас. Какие у нас есть понятия Родины. Ведь, наверное, все мы в советское время, сидя за партой, в школьной форме, слушали песню «С чего начинается Родина?» С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Помните, да? И вот сегодня утречком наткнулась я на видео, причем очень популярного блогера Ивана Боброва, который начал свое видео. Многие меня спрашивают, какой я национальности. Да никакой я не национальности. И вообще все эти слова никому не нужны. И все это Родина. А что такое Родина? Да забудьте все это, да? То есть мне тут многие пишут такие письма, где родился, там и пригодился. Фигня все это, фигня. Вы посмотрите, в Испании сколько заброшенной земли, и все это ваше, ваше. Вы человек мира. Нет у вас никакой родины. Родина, она у вас уродина. Да, вот такая интересная у него эта логика. Я гражданин мира, и я русский. Вот верьте, верьте, я русский, абсолютно русский. Папа русский, мама русский, все русские. Да, ну логика, конечно, иудейская у этого племени рептилоидов. Никогда родины, понятия родины нет. У них, где задницы, как говорится, солнце теплее припекает, там и родина. Ну, а перестала припекать, на другую родину побежал. Так вот и бегают всю жизнь. Без рода и племени. Да. И почитала в комментариях, очень даже согласились с его доводами, где он говорил, да какую там землю защищать, там говорят, нашу русскую землю защищать. Какая ваша русская земля? Это вся общая земля, вот вся общая, да, это уже не ваша, это уже вот всего мира земля, да. Ну правильно Тэтчер говорила же, а что это вот этим русским так много всего перепало? Ну и вот тут, как говорится, ее патриот Иван Бобров уже все поделил, как говорится. Ну, да нет у тебя родины, это уже все наше. Это уже все принадлежит всему миру. Да, вот так вот. И стала я так вот задумываться, и рекомендую вам всем подумать над тем, что вообще сейчас правит Россию. Ну, понятно, от Путина номер такой-то, такой-то. Я раз услышала, что, ну, Бог просто, вот Бог этой страной, или Бог хранит эту страну, или Бог ею руководит, потому что непонятно, почему он, мы все, ну, это мои слова, но уже все сделали, чтобы этой страны не было, а она существует и работает, и я не пойму, как это происходит, да, это не Путин говорил, это мои слова, он только сказал, что Бог этой страной как-то вот так руководит. Ну, ясно, что он не себя имел в виду. Да, и вот сейчас я уже стала задумываться, а что действительно руководит Россией, что держит ее? Потому что если вот так вот вспомнить, так как я изучала и искусство, и скульптуру, и тому подобное, то есть все вот эти вот и черепные коробки, и строения, и тому подобное, это я уже на глаз определяю. И, ну, мне, как говорится, невооруженным глазом видно, что то, что показывали в 2000-м, и то, что сейчас, там очень большие несовпадения со строением лица. И даже бы если тебя там и всего переоперировали, но кости перекроить, кости черепа перекроить вот так вот, ой-ой-ой, в такой степени,
это невозможно, это никак. Ну, невозможно. И потом следует вспомнить, ну, да, когда многие люди говорили, ну, в принципе, это не тот человек, с которым я был когда-то знаком. То же самое Шенгаркин сказал. Ну, уже так вариантов 6 или 7 есть Путина. Но вот тот, который сейчас выступал, это не тот, с которым я был знаком. Ну, и что же тогда остается предположить? Что есть, наверное, тогда выходит проект Путин, который вот якобы руководит страной, но на самом деле всем этим руководят совершенно другие люди, а этими людьми, очевидно, руководят люди Запада, естественно. Если из России сделали полную колонию, и даже если мне люди с России, там, когда я с ними разговариваю, они не соглашаются, они не хотят ничего знать, очень многие, доказывая, что через подставных лиц в принципе все принадлежит Западу. И когда начинают рассказывать: ой, у нас недра, мы самая богатая в мире страна, ну, это не ваше богатство, это не ваше богатство. Пока вот они лежат в земле, они, как говорится, ваши. Но по Конституции те, кто ее из земли добыли, они их, но не ваши. Да, поэтому, ну, пора уже как-то понять это и осознать, когда, как говорится, к вам придет осознание. Да. И что же выходит, что что вообще тогда руководит страной? И кто все эти люди? То есть выходит, что на самом деле это вот как этот великий Гудвин, великий и ужасный, да, но никого нет, и за него его облик, там, его за его обличием озвучивают его, может быть, там совершенно какие-то другие или похожие люди и тому подобное. И его ли они, как говорится, озвучивают? Это, конечно, интересный вопрос. И вообще, куда тогда идет страна? Ну, понятное дело, у всех есть видео в интернете, оно не скрывается, где Путин трясет руку Клаусу Швабу и говорит: мы все ваши заказы, приказы выполним, надейтесь на нас, мы вас не подведем и тому подобное. А почему же люди России не хотят все это осознать и подумать, а куда же ведут их страну и кто? Ну, допустим, это же проект. И я уже такое слышала выражение, что когда этот проект закроют, то и проект «Россия» закроют. И интересно такое вот выражение получается. И что же тогда с нами всеми будет? Вот вопрос такой, как говорится, очень интересный. Хотелось бы мне ваше мнение узнать, потому что уже много, конечно, было сделано видео о том, что и там, как говорится, черепная коробка другого размера у президента, и вот там-то, и там-то. Но ведь, в принципе, дело даже не в коробках, а дело в том, что действительно страной руководят какие-то непонятно кем придуманные проекты. Ну, в принципе, даже и понятно, кем придуманные. Но ситуация-то, это же какое-то подвешивание в воздухе. Да, хотелось бы узнать ваше мнение. Мирного нам неба. До свидания.